Это все указывает на величие этого времени, на достоинство этого времени. Раз наилучший из людей, тот человек, которому прощены все прегрешения, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, так усердствовал в эти последние 10 ночей. Это указывает, что нам тем более нужно стараться самим как можно больше благодеяний делать в эти 10 ночей, и также побуждать свою семью, будить своих домочадцев, чтобы они тоже выстаивали намаз, делали дуа, поминали Всевышнего Аллаха этими ночами. Ведь мы ответственны за семью, и Аллах Субханаху ва Тааля нам говорит: «Я айюхаллазина аману, ку анфусакум ва ахликум нара, вакудуха ан-нас валь хиджара». О те, которые уверовали, оберегайте свои семьи от огня, растопкой которому будут люди и камни. Значит, человек в первую очередь сам должен проявлять усердие и стараться, и также свою семью побуждать к благому. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, отстранялся от всего земного, от всего мирского, и с этой целью он даже поселялся в мечети в последние 10 ночей. Это называется аль-и'тикаф, уединение в мечети. Когда человек оставляет все свои мирские дела, семья, дети, работа, торговля, бизнес, даже учеба, он все оставляет и заходит в мечеть. С какой целью? Чтобы посвятить себя поклонению Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Это великое поклонение, и, несомненно, оно не так-то простое. Некоторые не осознают и не понимают важность и серьезность этого поклонения и относятся к и'тикафу как временному пребыванию, подобно пребыванию в гостинице, где-то в отеле. Решил пойти в мечеть поспать, отдохнуть. Нет, в мечеть на и'тикаф приходит не для того, чтобы отдохнуть, а для того, чтобы трудиться. Трудиться в каких делах? В делах ахирата, следующей жизни. И поэтому те братья, которые вознамерились и с сегодняшнего дня вошли в и'тикаф, помните этот момент. И каждое мгновение в мечети старайтесь провести с максимальной пользой. Телефон в сторону, пустые разговоры в сторону, и как можно больше проводить времени в поклонении. Читаешь книгу, устал, начни говорить зикр. Альхамдулиллах, субханаллах, Аллаху акбар, ла иляха илляллах. То есть можно от одного вида поклонения переходить к другому, и тем самым не будешь уставать. И как говорит его жена Аиша, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Кана я'такифу аль-ашра аль-авахира мин Рамадана хатта таваффаху Аллах». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проводил в и'тикафе, то есть в постоянном пребывании в мечети, последние 10 дней Рамадана, пока Аллах не забрал его. ثم اعتكف أزواجه من بعده, а после смерти его жены также совершали и'тикаф, говорится в хадисе. И одна из мудростей, почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проводил эти ночи в и'тикафе, это желание застать наилучшую ночь в году, Лейлатуль Кадр, ночь предопределения. И об этом он сам, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам поведал. Приводится хадис от Абу Саид аль-Худри, достоверный хадис у имама Аль-Бухари и Муслима, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поначалу проводил в и'тикафе, пребывал в мечети первые 10 ночей. Далее он также пребывал вторые 10 ночей в и'тикафе. А
Потом он обратился к людям и сказал: «Инни атакафту аль-ашра аль-ауаля, альтамису хадихи аль-лейля». Я пребывал в мечети первые 10 дней, и я искал эту ночь. Точнее, я надеялся застать эту ночь. «Сумма атакафту аль-ашра аль-аусат». Затем я пребывал в и'тикафе вторые 10 ночей, а затем «Сумма утиту факиля ли», а затем ко мне пришли и сказали: «Иннаха фил ашри аль-авахир», она в последних 10 днях, в последних 10 ночах. И затем уже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал пребывать в и'тикафе, жить в мечети, полностью посвящать себя поклонению последние 10 ночей. С целью именно застать эту ночь. Ведь эта ночь, как Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит, Он отдельно суру посвятил этой ночи, говоря: «Инна анзальнаху фи лейлатил кадр». Мы ниспослали его, то есть Коран, в ночь Аль-Кадр, Лейлатуль Кадр. Аль-Кадр имеет два смысла. В первую очередь это предопределение, и второй — ночь величия. Почему называется ночь предопределения? Потому что в эту ночь Всевышний Аллах предопределяет все, что будет в следующем году. И также эта ночь величия, из-за своего достоинства она так названа. «Вама адарака ма лейлатуль кадр», задает Всевышний Аллах вопрос: откуда тебе знать, что такое лейлатуль кадр, ночь предопределения, ночь величия? Лейлатуль кадри хайрум мин альфи шахар. Ночь предопределения лучше 1000 месяцев. Это лейлатуль кадр, которая приходится на одну из ночей последних 10 дней месяца Рамадан, она лучше 1000 месяцев. И толкователи Корана, как это объясняют, они говорят, что благое дело, совершенное в этом месяце, любое благое дело, говорят большинство толкователей, совершенное в эту ночь, в Лейлатуль Кадр, она лучше по своей награде, величественнее, чем совершение этого поклонения на протяжении 1000 месяцев, в которых нет Лейлатуль Кадр. То есть, если человек, например, в эту ночь будет выстаивать намаз, всю ночь проведет в намазе, это подобно тому, что он 1000 месяцев выстаивал в намазе. 83 года. Это вся человеческая жизнь. Это, несомненно, не снимает с него обязательства. Да? Ночь предопределения намаз почитал, а потом всю жизнь можешь намаз не читать. Нет, речь не об этом. Обязательство намаза, оно не спадает с человека, вплоть до самой смерти. Однако человек получает великую награду. Любое благое деяние, чтение Корана, садака, выставление молитвы и другие, это все подобно тому, как будто человек 1000 месяцев совершал это благое дело по награде. И поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, искал эту ночь. Он знал эту ночь изначально, но однако Всевышний Аллах отдельно то, что это нечетные дни. Он сказал: «Тахаррау лейлат аль-кадри фил витри мин аль-ашри аль-авахири мин Рамадан». Ищите ночь предопределения в нечетную ночь месяца Рамадан. Это достоверный хадис от Аиши радиллаху анха, в сборнике имама Бухари приводится. И сегодня у нас как раз нечетная ночь, дорогие братья. И, возможно, эта ночь будет ночью предопределения. И вообще, если изучить хадисы и асары, приводящиеся о ночи предопределения, среди сподвижников были различные мнения. Кто-то говорил, что это 27-я ночь, кто-то говорил, что это 21-я ночь. И различные мнения, опираясь на знамения, на признаки, о которых сообщил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. О том, что после ночи предопределения солнце восходит и не будет у нее лучей. Или то, что в ночь предопределения пророк, саллаллаху алейхи вассалям, молился под дождем, его лицо все было в земле. Вот. Опираясь на это, разные мнения. И некоторые ученые даже сказали, собрав всю эту информацию воедино, они сказали то, что ночь предопределения
она переходит. Она переходит по нечетным дням последних 10 ночей. В этом году это может быть 21, на следующий год 23, когда-то 27, 29 и так далее. Так сказали некоторые ученые, среди которых Ибн Хаджар. И далее что же делать тому человеку, который застал эту ночь? Такой вопрос задала жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аиша, радиллаху анха. Что же мне делать? Ин уафейту лейляталь кадри фама акуль. Если я застану ночь предопределения, что же мне говорить? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил ее мольбе, дуа. Аллахумма иннака афуун тухиббуль афва фа'фу анни. Вот эта дуа у нас, дорогие братья, на одном из баннеров написано. Если еще кто не знает, выучите эту дуа. И последние 10 ночей постоянно это надо повторять. Во время таравиха на сажда, да, или просто ночью поднять руки и просить у Всевышнего Аллаха произносить эти слова. Что же они означают? Аллахумма иннака афуун. О Аллах, ты прощающий. Тухиббуль афва, ты любишь прощение. Фа'фу анни, прости же меня. О Аллах, ты прощающий. Ты любишь прощение, прости же меня. Вот это дуа, вот эту мольбу сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, своей любимой жене Аише, научил, чтобы и на примере этого мы, каждый из нас, пусть эту дуа выучит и повторяет. И старается как можно больше усердия проявить в эти последние 10 ночей. Все, месяц Рамадан уже движется к завершению. Только мы начали, только первые дни поста у нас были, ифтар, таравих намазы. Все, 20 дней пролетело. И вот эти 9 ночей, да, в этом году, иншаллах, у нас 9 дней, 9 ночей Рамадан, они пролетят еще быстрее. Поэтому старайтесь, ведь следующий Рамадан застанем мы или нет, мы этого не знаем. Вот эти 9 ночей надо проводить их как последние 9 ночей Рамадана нашего. Как будто у нас больше не будет другой возможности. И как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говоря о намазе, когда советовал, говорил: «Салли салата муадди'ин», читай намаз прощающегося человека. То есть муадди' тот человек, который прощается со всеми и уходит, все, собирается в путь, читай таким образом намаз. Как будто это твой последний намаз, и у тебя больше не будет возможности совершать намаз. Так вот же, если подойти к этим последним 10 ночам, как к последним 10 ночам твоим, что ты больше не застанешь эти ночи, то усердие будет куда больше, иншаллах. С такой мыслью, с таким намерением надо подходить. И еще раз напоминаю, да, у нас в этом последние 10 ночей порядок немножко меняется в мечети. В первую очередь, сегодня таравих намаз мы читаем, после таравиха витр намаз уже читаться не будет. Потому что витр намаз, он считается самым последним намазом. А мы почему витр не читаем? Потому что после таравиха, да, у нас 1,5 часа будет перерыв, отдых. В 12:30 повторно в мечети собираемся и продолжаем читать ночной намаз. Киям аль-лейль. Также по 2 ракаата. У нас около часа времени. Посмотрим, сколько мы успеем прочитать. 2 ракаата, 4 или 6, может даже 8 ракаатов. Аллаху алям, сколько сможем. А потом уже в самом конце, ночью, получается, мы завершим витром и будем сухур здесь кушать в мечети. Да. Кто-то хочет, конечно же, домой может пойти, дома сухур покушать. А потом азан будет на утренний намаз по графе сахар тамам. Да, у нас в расписании намазов у нас есть 2 времени. Сахар тамам, да, тамбалина,
Это 2 часа 11 минут сегодня. Вот. И вторая графа еще есть Мяшитта Укла. Мяшитта Укла это почти через час. Так вот же, последние 10 ночей мы здесь будем азан говорить по графе Сахар Тамам. То есть 2 часа 11 минут уже будет азан. А потом через 20 минут уже будет камат и будем читать утренний намаз. Вот такой распорядок, иншаллах. Просим Аллаха Всевышнего Субханаху ва Тааля, чтобы Он принял наши поклонения, наши мольбы, наши дуа, наш пост в этот священный месяц Рамадан и облегчил нам с пользой провести эти последние 10 ночей. Это самое очень важно, братья, просить у Аллаха помощи. Ведь лишь с помощью Всевышнего Аллаха мы способны совершить какие-то благодеяния и поклонения. Если Аллах не позволит, мы не сможем этого сделать. Поэтому просите дуа, пусть Аллах облегчит с пользой провести нам эти последние 10 ночей. А если кто-то еще на и'тикаф хочет войти, да, у нас уже 6 человек на и'тикаф есть, альхамдулилля. Если кто еще желающий есть в мечети остаться, жить на последние 10 ночей, посвятить себя поклонению Всевышнему Аллаху, приходите, да, все объясним, все условия какие есть. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука.